Есть несколько вечных вещей в мире. Это кожаная куртка, это джинсовые штаны и, конечно же, программа «Прогнозист» по пятницам на телеканале «Варзиш». Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы поговорим о 5 очень интересных встречах в рамках АПЛ, Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги. Чтобы не терять энтузиазм, я вам скажу. Манчестер Сити против Лестера, Тоттенхэм против Челси, Боруссия Мönchengladbach сыграет против Хофенхайма, Милан против Фиорентины и, конечно же, Леванте сыграет против мадридского Реала. Меня зовут Михаил Кишвар. Это программа «Прогнозист». Присаживайтесь поудобнее, чтобы все было по фэншую, и мы начинаем. Мы либеральная команда, но кое в чем мы остаемся консервативными, а именно начинать программу с английской премьер-лиги. Ослабшийся Лисец сегодня готовится к матчу против Манчестера Сити на Этихад. Матч обещает быть очень сложным для обеих команд, потому что у Манчестера Сити огромные проблемы с УЕФА, а у Лестера огромные проблемы в последних матчах. Манчестер Сити, Лестер. Что-то лисы начали сдавать в последнее время. Одна победа за предыдущие 5 туров – это очень слабо для коллектива, который собирается завершать сезон в топ-3 АПЛ. Поражение от Саутгемптона, от Бернли, и все это за короткий промежуток времени. Неужели подопечные Роджерса уже поверили в то, что их никто из топ-3 не выкинет и можно заниматься обычными глупостями? Ну а что касается поединков с топовыми соперниками, тут у лис ничего не получается в этом вообще. Ливерпуль оба раза в сезоне обыграл Лестер с общей разницей мячей 6-1. Ман-Сити также уверенно обыграл Лестер в матче первого круга 3-1. Учитывая текущий спад Лестера, вообще никакой веры нет в то, что в поединке с горожанами им что-то светит. Как-то несерьезно себя ведут сейчас подопечные Роджерса. Кадровых проблем нет в команде, и получается, что коллектив просто встал в один момент и вот уже как месяц толком не может завестись. Примерно неделю назад Манчестер Сити узнал очень плохую новость. Манчестер Сити в последующие 2 сезона не будет выступать в Лиге Чемпионов. Вас это радует? А может быть вас? Меня лично никак нет. Так или иначе, я очень надеюсь, что эти проблемы уйдут со временем, и это все решится, и команду не покинут основные игроки. Что касается последних встреч этой команды, то можно сказать, что Манчестер Сити опять-таки вернулся на победную пору, и теперь команда показывает качественный футбол. Про финансовые проблемы, то есть проблемами с финансовым фейерплей УЕФА вы, наверное, уже слышали. То есть команда тратит намного больше, чем зарабатывает, и из-за этого у нее огромное количество проблем. Вот и получается, что теперь у команды нет разницы в АПЛ, какое место она займет. 7-е, 1-е, 2-е. Естественным образом все силы будут направлены на Лига Чемпионские битвы с Реалом, ведь это последний шанс на ближайшие годы чего-то добиться в этом турнире для горожан. Но как показал прошлый тур АПЛ, в котором Сити встречались с Вестхэмом, похоже, наплевательского отношения к оставшимся матчам в АПЛ у Гвардиолы и команды не будет. Спокойно они обыграли молотобойцев 2-0, и наверняка с настроением победить, а не отбыть номер, Сити выйдет и на поединок с теми же лисами. В целом, ход у горожан в АПЛ сейчас хороший. 6 побед при 1 поражении за отрезок матчей, начиная с первого дня 2020 года. Поэтому стоит все же доверять Манчестеру, несмотря на все их околофутбольные проблемы. На поле они показывают сейчас очень качественные результаты. С учетом всего вышесказанного, я думаю, что в этой встрече фаворит очевиден. И это не гости. Мой прогноз за этот матч – победа Манчестера Сити. Не спешим покидать Туманный Альбион, потому что нас ждет обзор еще одной встречи. И это будет дерби. Дерби Лондона. Челси сыграет с Тоттенхэмом в очередном туре английской премьер-лиги. И, конечно же, аристократы очень хотят компенсировать то поражение от Манчестера Юнайтед. Челси находится в откровенном расслабленном состоянии в последних турах. К примеру, одержав только 1 победу за 6 крайних встреч, которая была добыта в противоборстве с далеко не самым статусным клубом Бернли. А вот поединки с соперниками, имеющими априори гораздо более дорогой и имиджевый состав, даются сейчас с трудом столичным пенсионерам. В частности, еле унесшим ноги в домашнем дерби с Арсеналом 2-2, Лестер Сити 2-2, плюс полностью провалившим очень важное столкновение на Стэмфорд-Бридж с Манчестер Юнайтед.
Напоминаю, что та встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу Манчестера, и Челси ничего не смог создать возле ворот Давида де Геа, что, конечно же, настораживает лично меня. А если к вышеупомянутым играм добавить недавний малообъяснимый лузы в столкновении с сильненьким Ньюкаслом 0-1 и нестабильным Саутгемптоном у себя на поле 0-2, то мы получим горький коктейль под названием «Очередной спад у Челси», который не придется по вкусу даже самым оптимистичным поклонникам синих. Ну а что касается Тоттенхэма, то у этого клуба в последние дни намечаются более такие лучшие результаты, несмотря на их фейл в Лиге чемпионов. Прямо сейчас команда Жозе Мауриньо, вне всякого сомнения, добавила искры и остроты в действие уже было затупившихся шпор, которые после вялого старта в нынешней АПЛ вновь обрели репутацию гранда, шаг за шагом пробившись вплотную к заветной Лиге чемпионской четверке в таблице. При этом Хотспур еще и сопутствует госпожа Удача. Например, помогшая победить Вест Хэм в матче, в котором Вест Хэм 90 минут отчаянно бился на поле, и лишь чудовищная ошибка центрального защитника помогла команде Жозе Мауриньо победить. Победный гол забил, естественно, Хён Мин Сон. Ну и классический гроссмейстерский мауриньевский успех трехнедельной давности в дуэли с грозным Манчестером Сити 2-0 лишь подчеркивает способность теперешнего Тоттенхэма решать самые серьезные задачи в чемпионате. По моему мнению, поверившие в себя гости продолжат в данном дерби собственную беспроигрышную серию, составляющую ныне 4 матча. А напоследок можно вспомнить, что Челси отвратительно выглядит в идущем первенстве под покровом родного стадиона, где Royal Blues добились лишь 5 побед в 13 встречах, проиграв там аутсайдерам Борнмуту и Вест Хэму с одинаковым счетом 0-1, ну и так далее. Поэтому мой прогноз на этот матч – победа или ничья на Тоттенхэм. В очередном туре испанской Ла Лиги нас ждет огромное количество невероятных баталий, потому что за первую строчку битва идет напряженная между двумя грандами Испании. И в очередном туре оба коллектива ждут очень сложные матчи. Скажем касательно мадридского Реала, которому предстоит встретиться с очень неприятным соперником – Леванте Реал Мадрид. Леванте в нынешнем сезоне звезд с неба не хватает. На данный момент красно-синие на 13 месте в турнирной таблице. На счету 29 очков, отрыв от зоны вылета достаточно большой, чтобы команда могла чувствовать себя комфортно. 8 баллов. 9 пунктов отделяет их от зоны Лиги Европы. Но не думаю, что Еврокубки светят левантийцам. На протяжении всего текущего сезона результаты подопечные Пако Лопеса показывают следующие. 9 побед, 2 ничьи и 13 поражений. Добавлю, что именно лягушки являются самым миролюбивым коллективом премьеры. Ну а текущая форма команды очень плохая. В 2020 году всего 1 победа была зафиксирована в чемпионате при 5 поражениях. Голов забито 6, а пропущено 8. Ну а что касается кадровой ситуации, то тут все более-менее. Рубен Рачина может пропустить ближайший матч из-за травмы бедра. Ну а в прошлом туре испанской Ла Лиги Реал Мадрид завершил свою победную серию. Подопечные Зидана разошлись миром с Сельтой 2-2. Голами в ворота галисийцев отметились Кросс и Рамос. У испанца на счету уже 5 голов, а у немца 3. Примечательно, что Рамос играет в центре обороны, и он второй бомбардир Галактикос в премьере. Некоторые нападающие в различных клубах не забывают столько за сезон, сколько забивает сам Серхио Рамос. Это реально невероятный показатель этого центрального защитника, который иногда показывает красивый футбол, но иногда его действия околофутбольные просто закрывают все его достатки и его преимущества. В турнирной таблице столичный коллектив все еще на первом месте. На счету 53 очка. Отрыв от второй Барселоны составляет всего 1 балл. Разница забитых и пропущенных голов 46-16. У сливочных лучшая оборона в первенстве. Даже Атлетико пропускает больше голов. 17. Бланкос в выездных матчах заработали больше всех очков в Ла Лиге. В 12 матчах они заработали 25 баллов. Через 4 дня после игры с Леванте Реал ждет встреча с Манчестер Сити в плей-офф Лиги чемпионов. Не исключено, что в свете столь важного матча Зидан применит ротацию.
так как парни Зидана могут мысленно уже быть на игре против Сити, поэтому не исключено, что красно-синие на домашней арене сумеют тоже отыскать свой момент и распечатать ворота Тибо Куртуа. В последних 6 матчах между этими командами обе команды обязательно забивали. Так, почему бы не рискнуть и дать такой же прогноз? Мой прогноз на матч Леванта-Реал Мадрид – обе команды забьют. Перемещаемся мысленно в Италию, в серию А. И поговорим о центральном матче предстоящего тура этого тактического турнира, как многие любят его называть. Есть две команды, которые в последнее время находятся на подъеме. Это Милан и Фиорентина. И вот в очередном туре эти команды сразятся между собой. Милан, Фиорентина. Фиалкам таки удалось прервать свою неудачную серию. На прошедших выходных команда Джузеппе Якини обыграла Сампдорию на Луиджи Феррари со счетом 1-5. Это был не самый выдающийся матч для Фиорентины, поскольку даже несмотря на количество забитых голов на футбольном поле, команда из города Флоренция выглядела плоховато. 2 мяча фиалки забили с пенальти, 1 стал автоголом, и только оставшиеся 2 были реализованы с игры. К тому же в поединке с Миланом не сможет принять участие Милан Бадель, который заработал удаление во встрече с Фиорентиной. Без одного из ключевых игроков, поверьте мне, фиалкам будет очень сложно противостоять Милану, который сейчас находится действительно на подъеме. Отсутствие давления на Стефано Пиоли позволило Милану в последних матчах показывать действительно достойные результаты. Команда в итальянском первенстве в последнее время, чуть сказал ранее, играет действительно хорошо. В прошедших 7 матчах серии А футболисты Милана добыли 4 победы. Дважды сыграли в ничью с соперниками и только в одной игре остались без набранных зачетных пунктов. Проигранное миланское дерби. Возможно, эксперты слишком рано начали хоронить красно-черных, ведь упомянутая выше череда успешных результатов привела к тому, что команда вплотную подобралась к зоне Лиги Европы, проигрывая Вероне 6-ю позицию только из-за отрицательной разницы забитых и пропущенных голов. Учитывая, что обе команды в последнее время не покидают поле без забитых мячей, я более чем уверен, что и в этой встрече обе команды смогут использовать хотя бы 1-2 из своих имевшихся шансов. Поэтому мой прогноз на матч Фиорентина-Милан – обе команды забьют. Я устал повторять в последнее время всем и вся, что Бундеслига ничем не уступает английской премьер-лиге. Действительно, этот турнир показывает невероятные матчи, и я более чем уверен, что вы также пристально следите за ним. А за какой клуб болеете вы? Может быть, за Баварию? Может быть, за Дортмундскую Боруссию? А может быть, за Вердер? Нет, уважаемые друзья. Сегодня мы поговорим совсем о другом матче. Две команды, которые стремятся попасть в Лигу чемпионов или же в Лигу Европы. Боруссия Мönchengladbach сыграет против Хофенхайма. В последних 3 турах Бундеслиги Гладбах снова показал игру высокого качества, забивая в каждом матче минимум дважды, включая игру в гостях у прямого конкурента – Лейпцига. Поэтому к этому матчу же ребята вполне заслуженно подходят в качестве фаворита. Да и не стоит забывать, что творят парни Марко Розе на Боруссия Парк в этом сезоне. Напомню, Боруссия является второй лучшей домашней командой Германии, а текущий рекорд составляет 8 побед к ряду с 2+ голами в каждой из них. Хофенхайм расположились в середине турнирной таблицы, и крайние выступления у них получились из рук вон плохо. После невероятного гостевого матча против Баварии в Кубке Германии деревенские не смогли собраться на игры с Фрайбургом и Вольфсбургом. Так или иначе, сине-белые собрали много важных очков в гостевых матчах на протяжении нескольких месяцев, выиграв 5 из 7 последних выездных матчей. При этом матчи с прямыми конкурентами за этот промежуток времени были крайне результативными. Оба коллектива предпочитают играть в яркий атакующий футбол, в особенности с равными соперниками. Же ребята устраивали голевую феерию в матчах с Лейпцигом, Баварией, Аугсбургом и прочими командами, любящими играть в открытую. Хофенхайм также не против откровенной, и учитывая, что они уступили в 3 матчах к ряду, парни Альфреда Шрёдера с первых минут должны понестись вперед. Поэтому мой прогноз на этот матч: обе команды забьют, и тотал больше 2,5 мячей.
Уважаемые друзья, на этом у меня все. Не забываем, что отныне каждую неделю наши передачи будут показываться в YouTube именно в этом канале. Подписывайтесь, смотрите и пишите ваши прогнозы в комментариях. Человек, угадавший все 5 матчей с точным счетом, его ожидает денежный приз в размере 200 самон. Меня зовут Михаил Кишвар. Следите за нашими выпусками и в эфире телеканала «Ваш Диш», и на нашем YouTube-канале. До новых встреч. Пока!